Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. На следующей неделе наш район отметит свое 40-летие. Сегодня мы продолжим рассказывать об основных градообразующих предприятиях. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Нацпроект в действии. В рамках Всемирной недели предпринимательства в районной администрации прошел тематический семинар. Открытый урок. Сосногорским кадетам рассказали о коррупции. Спортивная неделя. В нашем городе пройдут республиканские соревнования по футболу и хоккею. 29 ноября Сосногорский район отметит свое 40-летие. Юбилейной дате мы посвящаем цикл материалов об основных градообразующих предприятиях муниципалитета. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем о Сосногорском газоперерабатывающем заводе. Андрей Калиничев продолжит. Среди градообразующих предприятий нашего муниципалитета старейшим является Сосногорский газоперерабатывающий завод. Уже через 2 года ему исполнится 80 лет. История муниципалитета и завода тесно переплетены. Все эти годы мы работали в общей связке. Ни для кого не секрет, что завод построил много жилищных социальных объектов в городе. И до сих пор мы продолжаем сотрудничать, оказываем помощь общеобразовательным учреждениям, социальным учреждениям. Ну и сами развиваемся вперед. Несмотря на свой возраст, Сосногорский ГПЗ уверенно занимает позиции лидера газоперерабатывающей отрасли в регионе. В 2015 году на предприятии вошли в стадию реализации 2 крупных совместно с «Лукойлом» проекта. Это загрузка мощностей нефтяным газом с Усинска, мощностей нашего завода, а также отгрузка и хранение продукции Ухтинского НПЗ, что позволило нам стабилизировать работу, загрузить мощности, сохранить рабочие места и двигаться вперед. Мы ищем новые проекты, и мы их найдем и будем реализовывать. Как отмечают в руководстве предприятия, все заявленные планы обеспечат работу завода на многие годы вперед. А вместе с тем стабильность и процветание Сосногорского района. Хочу поздравить от всего коллектива Сосногорского газоперерабатывающего завода, от коллектива «Газпром переработки», всех жителей района с юбилеем, пожелать им здоровья, успехов, чтобы район процветал, был уютным, ну а руководству района успешных решений сложнейших задач. С праздником, дорогие земляки! Андрей Калиничев, Елена Двожик и Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские предприниматели стали участниками большого круглого стола, который состоялся в рамках Всемирной недели предпринимательства. Что обсудили члены местного бизнес-сообщества и о каких новшествах узнали, подробнее в нашем материале. Основным вопросом круглого стола стала презентация центра «Мой бизнес». Как рассказал его директор Сергей Жеребцов, сегодня подобные структуры создаются по всей стране. Их цель – это принципиально новый подход к предоставлению государственных услуг предпринимателям, и нацелен он на работу с конкретными потребностями и проблемами, с которыми сталкиваются люди в своей деятельности. Мы будем исходить все-таки от человека и от предпринимателя. Это более правильно, поэтому мы хотим стать для вас таким Яндексом в области поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы любой вопрос, который вы нам зададите, мы вам на него ответили. Для этого созданы все условия. Организация объединяет на своей площадке учебно-деловой и информационно-маркетинговые центры, гарантийный фонд, микрокредитную компанию, МФЦ, общественную приемную уполномоченного по правам предпринимателей республики и Центр инноваций социальной сферы КОМИ. Любой предприниматель может обратиться в центр по принципу одного окна. Институтов и инфраструктуры поддержки предпринимательства много. И не всегда предприниматель даже в голове может систематизировать их все, сложить, какая из них чем занимается. И по принципу МФЦ, который уже много лет работает, и люди знают, что, приходя в МФЦ, можно получить львиную долю государственных услуг. Вот по этому же принципу и создаются по всей стране центры «Мой бизнес», которые объединят в себе все государственные услуги, меры поддержки предпринимателей. И в рамках единого окна будут их предоставлять. По словам спикера, общая цель сегодня – дать бизнесу понять, что господдержка доступна. А меры, которые принес в регионы нацпроект, можно назвать беспрецедентными.
Субсидии, гранты, льготные кредиты и микрозаймы, консультации, обучение. Всего около 200 различных мер, в том числе и самозанятым. В ходе встречи местные предприниматели получили не только необходимую информацию, но и смогли задать важные для них вопросы, а также высказать свои предложения. Елена Двожик, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как известно, эта проблема актуальна для многих стран, в том числе и для России. Именно поэтому бороться с ней необходимо уже начиная со школьной скамьи. На этой неделе в Сосногорской кадетской школе прошел открытый урок «Вместе против коррупции». Подробности в нашем следующем материале. Как известно, коррупция – это проблема не только нашего времени. Ее корни уходят вглубь веков. Именно поэтому важная часть урока – это не только современные понятия и определения, но и экскурс в историю вопроса. При Петре I приобрели широкий размах и коррупция, и жестокая борьба царя с этой коррупцией. И известен один эпизод, что был изобличен в коррупции и повешен сибирский губернатор Гагарин. И буквально через 3 года четвертовали за коррупцию, за взяточничество оберфискала Нестерова, того, кто изобличил Гагарину. Антикоррупционный урок прошел в игровой форме. Изучая вопрос, кадеты разгадывали ребусы, сопоставляли термины и определения, а также просмотрели несколько видеороликов, посвященных коррупции. Новые термины, новые понятия и, в принципе, о том, что какие последствия могут привести. Новая информация – это всегда хорошо, какие-то новые знания. И так как я уже в 10 классе, мне скоро выпускаться, нужно подумать о своей будущей профессии. Возможно, я буду на этих главных местах, чиновником, возможно. И эти знания всегда мне пригодятся. Участниками открытого урока стали не только юноши и девушки, но и специалисты районной администрации, а также представители депутатского корпуса. Как отметили гости, такие уроки крайне полезны для подрастающего поколения. Классный руководитель Надежда Ивановна интересно выстроила урок. Была подготовлена информативная презентация. Ребята были увлечены вопросами и отвечали на них с интересом. Открытые уроки, посвященные коррупции, пройдут и в других сосногорских школах. Благодаря этому многие старшеклассники получат информацию не только о самом явлении, но и способах борьбы с одной из главных проблем современного общества. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе проходит муниципальный этап всероссийских олимпиад среди школьников. Всего предметов, в которых ребята могут проявить себя, более 20. Районному этапу предшествовали школьные олимпиады. Состязания среди учащихся прошли во всех образовательных организациях муниципалитета. На муниципальный этап выдвигаются победители и призеры от каждой образовательной организации. В этом году ребят более 1000, многие из них принимают участие в олимпиаде сразу по нескольким предметам. И хочется отметить, что ребята всегда показывают хороший результат, что говорит о их заинтересованности в учебе, а также о хорошей работе их педагогов. Как отметили в Управлении образования, муниципальный этап олимпиад пройдет до начала декабря. Победители интеллектуальных состязаний представят Сосногорский район на региональном уровне. На этой неделе Сосногорск примет сразу 2 республиканских соревнования. Оспаривать право именоваться сильнейшими будут футболисты и хоккеисты. С 21 по 24 ноября в универсальном спортивном комплексе «Метеор» пройдет первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях примут участие 15 команд из Сосногорска, Сыктывкара, Ухты и еще 9 районов Республики Коми. Такое количество участников является рекордом. Торжественное открытие первенства состоится 21 ноября в 15 часов. А с 21 по 23 ноября в Ледовом дворце «Звездный» пройдет региональный кубок по хоккею среди юношей 2010 года рождения. На лед выйдут спортсмены из Сосногорска, Салихарда, Эжвы, Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Торжественное открытие соревнований состоится в 9 часов утра. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. По предварительным расчетам синоптиков, морозы не устоят. Уже с сегодняшнего дня ожидается их ослабление под влиянием циклона с запада. Температура днем будет в районе 10 градусов мороза. По ночам ожидается в пределах -4, -8. Прогнозируется облачная с прояснениями погода с достаточным увлажнением. Температурный фон большую часть месяца будет повышенным относительно нормы или близким к ней.
На сегодня это вся информация. Новая в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.